Чао, земляки! Вы знали, что итальянцы не только прощаются с помощью этого слова, но еще и здороваются? Такое легкое словечко. Не хватает ему нашей сложности, что ли? То ли дело виджа оланет. Сразу чувствуется северный характер. Ну ладно, это я все шутки шучу. Но не только весельем будет наполнен наш эфир. Там еще и полезная информация, и крутые лайфхаки, и новые знакомства. В эфире информационно-развлекательная программа «Студия 11». И мы начинаем. Дежурка в Казани. Волжские встречи в объективе юных журналистов. 2022 и астрология. Заглянем в будущее. Жемчугами обвелась. Как правильно носить этот женственный камень? Работа всегда должна быть в радость, иначе с ума можно сойти. Я дошла до абсолютной любви к своей профессии, да и вам того же желаю. Но все же в основном я привязана к одному городу, а как хотелось бы, как птица. Где приземлился, там и поработал. Так, один популярный онлайн-сервис для планирования путешествий назвал лучшие страны для совмещения путешествий с удаленной работой. Всего в рейтинг вошли 111 стран мира. Специалисты проанализировали направления по 22 факторам в 6 категориях. Цены на продукты и жилье, бытовые расходы, стоимость и доступность транспорта, здоровье и безопасность, условия для удаленной работы, социальная жизнь и погода. И пальму первенства взяла Португалия. Эксперты отметили комфортный климат в стране, низкий уровень преступности, большой выбор развлечений, а также относительно невысокие цены. Еще один плюс – работающие на удаленке могут получить специальную визу для въезда в Португалию. В тройку лидеров государств с оптимальными условиями для труда и отдыха вошли Испания и Румыния. В топ-10 также оказались Маврикий, Япония, Мальта, Коста-Рика, Панама, Чехия и Германия. Россия заняла 48-ю строчку рейтинга, оставив позади Швейцарию, Новую Зеландию, США и Черногорию. Такая позиция обусловлена низкими ценами на бензин, высокой транспортной доступностью и недорогим прокатом автомобилей. Да и культурный аспект не остался незамеченным. В России много театров, галерей и выставочных залов. В общем, посмотреть есть на что, но мы-то с вами знаем. Как по мне, журналист – это призвание. Освоить эту профессию может лишь тот человек, который души не чает в своем деле и готов отдаваться ему полностью. Корреспондентские задатки видны уже в подростковом возрасте. Так, в нашей республике есть немало учебных студий, где оттачивают свое перо юные журналисты. Профи-студии «Дежурка» на новогодних праздниках приняли участие в международном фестивале юношеских СМИ и кино «Волжские встречи в Казани». И вот их репортаж с церемонии открытия. За первый день у меня масса впечатлений. Я была оператором фильма, познакомилась с режиссерами, и теперь у меня появилась возможность работать в телередакции международного уровня. В этом году на фестивале «Волжские встречи» собрались около 300 юных медийщиков из 17 регионов России. Многие, как и я, здесь впервые и взволнованы происходящим. Мы с ребятами хотели показать свою республику Бурятия, показать свою культуру, свои обычаи, рассказать и показать другим ребятам, что есть такая республика Бурятия. Ну и, конечно же, увидеть культуру других регионов. Ленинградская область, Кемеровская область, Ростовская область. Здравствуйте, дорогие участники, юные журналисты, фотографы, кинематографисты, дорогие наши мастера и гости. Летит планета. Главная особенность волжских встреч – это свободное общение со спикерами, фотографами, с преподавателями университета, с режиссерами и актерами. В любой момент можно попросить о помощи в съемках или обсудить создание сюжетов и фильмов. Я всегда делаю все не так и все неправильно, поэтому фонарики зажгли. Фонарики зажгли, все молодцы. Давайте сделаем все вместе. Это любимая песня операторов и корреспондентов. Поем все вместе, знают точно все, потому что холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном. Я был на мастер-классе мультипликации, и мы изучали, как пользоваться хромакеем. Нам еще сообщили, чем мы будем заниматься на следующем занятии. Мы будем заниматься тем, что будем создавать свои куклы на петлях, чтобы двигались руки, двигались ноги.
Есть люди, которые приезжают на фестиваль не первый год, не второй и даже не третий, а уже несколько лет. Давайте узнаем, в чем секрет притяжения волжских встреч. На волжские встречи можно ездить бесконечное количество раз, потому что каждый раз мастера приезжают с новыми программами, приезжают сами новые мастера. И вообще здесь столько много разной информации на разные темы, что просто невозможно найти ей конец. Постоянные размышления о коронавирусе, закрытые границы – это то нехорошее, что подарил нам 2021 год. Хорошего, конечно, тоже было много, но все равно нам хочется, чтобы негатива не было вообще. В будущее заглянуть, конечно, невозможно, но многие люди пытаются это сделать посредством астрологии. Каким будет новый 2022, по мнению астролога Натальи Клыковой, узнаем у нее прямо сейчас. Наталья, здравствуйте. Я знаю, что вы астролог-любитель, начали этим заниматься совсем недавно. С чего все началось? Как произошло ваше знакомство со звездами? Моя деятельность далека от астрологии. Я свадебный стилист, я создаю свадебные прически и украшения для невест. И с астрологией я познакомилась совсем недавно, в декабре. Как-то судьба столкнула меня, и с каждым днем эта тема поглощает меня все больше и больше. А до этого вообще в знаки зодиака верили? То есть какой характер, такой знак зодиака, и наоборот? Вообще, да, я увлекаюсь и психологией в том числе, и развитием личности. И в астрологию я, конечно, верю, но то, что дает общие характеристики астрологии, это очень поверхностная информация. И у каждого человека надо смотреть конкретно его положение звезд и планет по дате рождения. То есть вне зависимости от знака зодиака. Вот, например, я Овен, и таких Овнов тысячи, миллионы есть. У всех судьба, характер будет разная. Да. Конечно, разные Овны, разная судьба. Необходимо смотреть личные параметры, личные планеты в натальной карте и все показатели. Даже с одной датой рождения у вас может быть разная судьба. На самом деле очень интересно, но вернемся все-таки к тому, с чего начали. Каким же будет 2022 год? По восточному календарю Новый год наступает во второе новолуние после зимнего солнцестояния. И в этом году Новый год наступит 1 февраля по восточному календарю. Год, который наступит в 2022 году, 1 февраля, это год Тигра. Тигр – это революционер. В этом году будут проходить мощные трансформации. Людям необходимо быть постоянно в движении. Тигр, он как революционер убирает все, что отжило, и необходимо изменения принимать с открытым сердцем. Тигр, он про движение. Обязательно нужно уходить в развитие, в движение, постоянно чего-то добиваться. И в этом году повезет смелым и отважным. А какие-то знаки зодиака? Вот есть список, которым повезет в 2022 году? В 2022 году затмения пройдут по оси Скорпион-Телец. Вот эти знаки, у них будут проходить судьбоносные решения, какие-то судьбоносные моменты, где-то переосмысление, личностный рост. Вот этим двум знакам надо быть даже и поосторожнее, может быть, да? Следить за питанием, за телом, даже за мыслями. В 2022 году добрая планета Юпитер перешла в знак Рыб. И рыбы тоже, по Солнцу рыбы тоже будут под прицелом, так сказать, да? Будут какие-то моменты тоже переломные и трансформационные. Но все эти изменения, они не страшные. Все эти изменения, они нужны каждому человеку, чтобы развиваться, проходить свои кармические задачи, свой кармический путь. На самом деле 5 минут – это очень мало для того, чтобы полностью погрузиться в тему астрологии. Но, Наталья, спасибо вам большое. Желаю вам успехов на этом поприще, которым вы начали, повторюсь, заниматься совершенно недавно. Спасибо, что пришли. Спасибо. Уже завтра у многих православных будет возможность окунуться в крещенскую купель. О том, как купания будут организованы, нам рассказал сотрудник МЧС. Силами МЧС уточняются места купания, время проведения, предполагаемое количество участников, взято на контроль строительство купений, значит, подготавливаются временные спасательные посты в местах выхода людей на лед. Какие могут быть рекомендации? Значит, в первую очередь, конечно же, купаться только в специально оборудованных прорубях под присмотром спасателей, медиков, полиции. Спускаясь в прорубь, быть предельно осторожными,
Перед окунанием желательно разогреться, размяться, сделать несколько каких-то приседаний, упражнений согревающих. После купания растереться полотенцем, ну и поскорее, конечно же, одеться. Что запрещается? Ну, естественно, употреблять алкоголь перед погружением в воду. Оставлять детей без присмотра перед иорданями. Ну и, конечно, категорически запрещено нырять в воду непосредственно со льда и вниз головой. Предостерегаем мы людей с медицинскими противопоказаниями. Это такие, как заболевания почек, повышенное артериальное давление, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с органами дыхания, диабет, ну и так далее, какие-то хронические заболевания. Натуральный жемчуг – один из самых уникальных ювелирных камней. Его поверхность не требует дополнительной обработки, он женственен благодаря мягкости оттенков и блеска. А древние римляне посвятили его Венере. По преданиям, он способен приносить богатство и счастье своей владелице. К тому же в большинстве описаний среди магических свойств жемчуга – оберегание от сглаза, воров и нечестных людей. Но это совсем не повод обвешивать себя этим прекрасным камнем. Почему? Да как почему? Ну... ладно, пусть лучше объяснит ювелирный стилист. Говорят, что жемчуг старит. Я в корне не согласна с этим высказыванием, потому что носить жемчуг нужно актуально и современно. Научу вас, как это делается. Если у вас есть, а есть у всех, вот такая нитка жемчуга, это может быть круглый ровный жемчуг, может быть вот такой барочный. Не носите его комплектами. То есть, если у нас на шее вот такая нитка жемчуга, в ушах пусеты из жемчуга, мы можем еще надеть кольцо из жемчуга и браслет из жемчуга, плюс 25 лет вашему образу обеспечено. Давайте будем учиться носить жемчуг актуально и современно. Как? Сверху начнем. Если на вас пусеты из жемчуга, то мы надеваем простую базовую цепь. А хочется вам еще жемчуга? Пожалуйста, мы добавим сюда подвеску из жемчуга. Можем надеть браслет из жемчуга. К этому же образу. Жемчуга в образе немного. Если у нас чокер из жемчуга, мы можем к нему добавить вместе, носим вместе цепь из жемчуга. Что нам мешает сюда повесить подвеску из жемчуга? Это уже современное ношение. Но при этом в ушах у нас могут быть базовые сережки, не пусеты из жемчуга, а любые базовые серьги, простые, лаконичные, какого-то одного металла. Как еще можно носить жемчуг современно? Вот в таких вариантах. Жемчужная нить, у нее есть подвес в виде лунницы. И это уже современный вариант. Тут возможна трансформация. Как? Хочется вам перевернуть, чтобы у вас была только нить жемчуга. Пожалуйста, вы отстегиваете подвеску, переворачиваете, и у вас получится просто нить жемчуга. Но мы же можем еще осовременить даже такой современный вид жемчуга. Мы добавим еще одну подвеску и носим вот так. Скажем, здесь у нас лунница, а здесь у нас геометрия. Что при этом в ушах? Опять же, совершенно базовые сережки. Не жемчуг, базовые серьги. То есть, какой вывод можем сделать? Жемчуг у вас в образе максимум может быть один. Вот к этому одному жемчугу добавляете базу в ушки, и базу на пальчик, и базу на ручку. Но жемчуг остался один. Не носим жемчуг комплектами, разбиваем все комплекты на составляющие части. Это актуально и современно, и скинет вам возраст. Мы подошли к середине нашего выпуска. Знаю, что время пролетело незаметно. В этом прелесть и проклятие оживленной беседы. Увидимся после небольшого перерыва. Не скучайте! А вот и мы! Еще раз здравствуйте! Напоминаю, что в эфире информационно-развлекательная программа «Студия 11». Самое время, чтобы выдохнуть, расслабиться и прокатиться на волне позитива. Готовы? Отлично! Вот анонс второй части нашего инфозабега. Ковид не ковид. О недобром соседстве и проблемах с ним связанных. Всероссийская олимпиада школьников. В Коми стартовал региональный этап.
«Наедине с природой» ролика о коми-зырянах. А теперь переместимся в Полинезию. Конец 2021 года субрегиона ознаменовал извергающийся подводный вулкан Хонга-Тонга-Хунга-Хаапай. Извергался он почти 10 дней. Вулкан выбросил столб пепла на высоту почти 18 километров. Власти королевства Тонга призвали жителей окрестных островов закрыть на время свои системы для сбора дождевой воды, так как в них могут попасть вредные частицы. Местные жители признаются, что извержение принесло им немало неудобств. Тем не менее, выглядит это все эффектно. Шел третий год пандемии. Человечество постепенно свыкается с мыслью о неудобном соседе, но объединяется, чтобы вместе выселить его из коммуналки под названием «Земля». Но есть еще кое-что. Люди, которых зовут COVID, тоже собираются вместе, чтобы объявить всему миру, что они устали. Точнее, объединяются они в интернете под хэштегом COVID not COVID. Имя COVID в переводе с санскрита означает «ученый» или «образованный человек». Оно даже упоминается в ведической литературе и индуистских молитвах. Но уже несколько лет никому до этого нет дела, ведь на уме у всех другой ковид. Ох, ну и натерпелись же эти ребята. На ситуацию жалуются, например, Ковид Капур из индийского города Бангалор. Его друзья на 30-летие заказали торт с надписью «С днем рождения!» хэштег COVID-30. Кондитеры суть поздравления не поняли, поэтому имя, разумеется, тоже написали с ошибкой. К тому же Google так и норовит исправить первую букву имени. У нас в Коме людей с именем COVID нет, но вопросов о болячке много. И мы задали самые актуальные тем, кто стоит на передовой в борьбе с коронавирусом. Родственник заболел, вот уже 10 дней тяжелый кашель, а легкие чистые, без хрипов. Я предлагал врача вызвать, но в ответ все пройдет. Можно куда-то позвонить в республике, проконсультироваться по этому поводу. Или, может, есть телемедицина в республике, куда бесплатно можно обратиться. Но если человек заболел на амбулаторном этапе и уже болеет длительно, может быть и хрипов и не быть, а пневмония не слышна иногда бывает. Так что лучше обратиться к врачу, соответственно, и решить о лечении или на амбулаторном этапе, или на стационарном этапе, соответственно. Лучше не заниматься самолечением. Инфекция очень коварная, развивается быстро по времени, осложнения бывают очень тяжелые. В Коми начался региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В этом году более 1000 учеников 9-11 классов проверят свои знания по всем 24 общеобразовательным предметам. С чего началась проверка, какие бонусы положены тем, кто покажет себя как надо, расскажет заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Олег Холопов. Олег, здравствуйте, рады видеть вас у нас в студии. С чего же все-таки началась Всероссийская олимпиада школьников? Традиционно у нас Всероссийская олимпиада начинается с такого предмета, как французский язык. 11 января мы стартовали. В данном предмете, так скажем, приняли участие 7 человек из 3 муниципальных образований. Впервые Республика Коми участвует абсолютно по всем 24 общеобразовательным предметам. Впервые в этом году наши ребята будут сдавать такие редкие предметы, как испанский язык, итальянский язык. Да, это, конечно, единицы, но в этом году, все 24 предмета. Если ребенок, например, из деревни или из села, он как-то приезжает в город на региональный этап? Все зависит непосредственно от предмета, от количества участников, от тех условий, которые необходимо создать. Поэтому по ряду предметов олимпиада проводится непосредственно здесь, у нас в Сыктывкаре. Некоторые предметы есть возможность сдавать у себя в муниципальном образовании. Поэтому, как я говорю, все зависит от числа участников и от особенностей самого учебного предмета. А если говорить о статистике, допустим, возьмем прошлый год, 2021, как показали себя наши ребята из Республики Коми в рамках олимпиады? Отрадно, что число участников регионального этапа олимпиады растет. Если в прошлом году их было немногим более 700 человек, то в этом году, как вы уже сказали, более 1000 человек дней у нас пройдет в рамках регионального этапа. Что же говорить о заключительном этапе, наши ребята
показав свои знания на региональном этапе, набрав необходимое количество баллов, перейдут уже на заключительный этап. И вот в прошлом году у нас 24 старшеклассника принимали участие в заключительном этапе, из них 5 стали призерами заключительного этапа по 6 предметам. Настоящие крутыши, на самом деле Молодцы. ничего не сказать. А что ребятам дает вообще участие во Всероссийской олимпиаде школьников? То есть я знаю, что это и какие-то плюсики при поступлении. Конечно. Самое главное, что дает результативность участия во Всероссийской олимпиаде, в случае, если участник становится победителем либо призером заключительного этапа олимпиады, то он без экзаменов поступает в профильный вуз. Это самое, безусловно, главное. Плюс на уровне нашей республики мы все-таки стараемся поддерживать наших одаренных детей, и призерам и победителям заключительного этапа присуждаются премии главы Республики Коми. Вот в прошлом году это было 30 тысяч рублей. Созданием на территории Республики Коми в рамках нацпроекта образования Академии юных талантов, это наш региональный центр выявления, поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки, на новый уровень именно вышла работа с одаренными детьми. Мы в течение уже этого учебного года проводим, если говорить в ракурсе олимпиадного движения, мы проводим профильные смены для наших ребят, когда со всей республики старшеклассники приезжают в Сыктывкар и в рамках этой профильной смены просто погружаются в учебный предмет, по которому хотят принять участие в Олимпиаде. Это, безусловно, помогает им и на муниципальном этапе, и на региональном, и на заключительном. В этом году тоже хочу обратить внимание, мы сформировали такую сборную Республики Коми команду. Это все победители-призеры регионального этапа прошлого года, их 40 человек. И проводятся для них такие образовательные интенсивы, чтобы они еще лучше показали себя на региональном этапе и, соответственно, на заключительном этапе Олимпиады, чтобы у нас были достаточно высокие результаты. И что еще хотелось бы отметить? Вот в рамках проведения регионального этапа, который проходит сейчас, мы проводим такие тоже образовательные интенсивы для участников регионального этапа, когда со всей республики за день-два пораньше приезжают наши ребята для участия в Олимпиаде. Для них как раз с ведущими преподавателями проводятся дополнительные занятия, чтобы еще лучше подготовить к участию в Олимпиаде. С такой подготовкой, я думаю, ребята из Республики Коми покажут себя и на всероссийском уровне. Вот, кстати, что ждет, если вкратце говорить, ребят, которые прошли региональный этап, дальше? Ну, получается, мы где-то примерно в конце апреля, в марте узнаем проходные баллы на заключительный этап. И вот те ребята, которые показали себя на региональном этапе, уже в марте-апреле, начиная с 18 марта, будут участвовать в заключительном этапе Олимпиады. И, безусловно, мы им только будем желать успеха. Надеюсь, таких ребят будет больше, чем в прошлом году. Олег, спасибо вам большое за информацию. Было очень приятно пообщаться. Спасибо. Многие из нас живут в комфортных квартирах, оборудованных всем необходимым – стиральными и посудомоечными машинами, утюгами и плитами. Список составить можно очень длинный, но это я все к чему. Есть люди, которые живут без всех этих удобств, их жизнь течет на природном уровне. В продолжении темы следующий ролик. Многие северные народы с древних времен живут в чумах. Это традиционное жилье кочевых народов севера, например, ненцев, ханты, коми, энцев, саамов. Такая форма выбрана не случайно. Она позволяет конструкции противостоять ветрам, снегопадам и метелям. Кстати, современные инженеры высоко оценили многовековую технологию и сегодня все чаще используют ее в туризме. У каждого народа есть свои особенности внутреннего убранства этого жилища. А сегодня мы приглашаем посетить Зырянский чум. В центре чума стоит печка, которая как бы делит жилище на две половины. Зимой печка, летом вольный огонь. Дым идет вверх, в открытое отверстие чума. На печку ставят трубу, а когда без печи дым поднимается вверх. Летом в жилище дождь не попадает, так как тепло поднимается вверх и не дает попасть дождю. На этом у меня все. Спасибо, что провели с нами это время. Увидимся уже совсем скоро для того, чтобы погрузиться в океан полезного и интересного. До встречи в эфире. Пока-пока.